السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, хвала Аллаху, по милости которого мы здесь вновь с вами собрались. Хвала Аллаху, который нас наставил на прямой путь и который дал нам возможность изучать Его религию и сообщил нам о себе в своей книге, Коране, и сообщил нам пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, последний пророк и посланник Аллаха, субхану ва тааля, о нашем Господе, сообщил о Его качествах, Его именах и Его атрибутах. И, несомненно, тот человек, который познает Аллаха через Его имена, через Его атрибуты, его сердце наполнится любовью к Аллаху, субхану ва тааля. Его сердце также будет трепетать от страха перед могуществом Аллаха Тааля, и он будет искренен в своих деяниях, и он будет искренне полагаться и уповать лишь на одного Аллаха Субхану ва Тааля. Никто ему в этом мире, кроме Аллаха Тааля, больше не будет нужен. И мы продолжаем с вами уроки, посвященные именам Аллаха Субхану ва Тааля. И на прошлом уроке мы с вами начали изучение первого имени. Какое имя? Аллах. Имя Аллах. И также в Коране приходит как Аль-Илях. Аль-Илях. Как Аллах Та'аля говорит: «Ва илахукум илаху вахид, ла илаха илля хуа ар-рахману рахим». И мы сказали, что Аллах в арабском языке взято от слова Аль-Илях. А Аль-Илях же переводится как единственный, кто заслуживает поклонения. Или тот, кому поклоняются. И Аллах Та'аля в Коране говорит: ваш илях, то есть тот, кому вы должны поклоняться, иляху вахид, единственный илях. То есть ваш Бог, единственный Бог, говорит Аллах Та'аля. Нет иляха, нет божества, кроме Него. Ар-Рахману Рахим, Он милостивый, милосердный. И на прошлом уроке мы упомянули некоторые достоинства, указывающие на величие этого имени. Говорили о том, что чаще всего это имя упоминается в Коране. И это имя, по мнению большинства ученых, является величайшим именем Аллаха, о котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил, что если мусульманин попросит этим именем у Аллаха, то Аллах даст ему то, что он просит, и ответит на его мольбу. И это имя является основой всех остальных имен. Все остальные имена возвращаются к нему. У Аллаха величайшие имена сказаны в Коране. И остановились мы на языковом значении, на том, как переводится это имя с арабского языка. И сказали, с арабского языка это означает заслуживающий поклонения. Единственный Аллах – это тот, кому поклоняются. И мы сказали, раз это имя, величайшее имя Аллаха Субхану ва Тааля, которое чаще всего звучит в Коране, оно указывает на поклонение, оно призывает человека возвеличивать и поклоняться Аллаху, это указывает на то, что поклонение стоит прежде всего. Прежде всего. Все имена Аллаха Тааля требуют от человека выполнения каких-то действий, как мы это уже говорили, как, например, Ар-Рахман, милостивый. Раз Аллах Тааля милостивый, и человек должен быть милостивый. На это указывают и другие хадисы. Или Аллах Субхану ва Тааля Аль-Мухсин, творящий добро, и человек должен творить лишь добро. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Джамиль, прекрасный, и человек должен быть красивый, следить за своим внешним видом, за своими поступками. Но все эти имена, они возвращаются к имени Аллах. И это имя указывает на важность поклонения. Из этого следует, что в первую очередь обязанность на человеке перед Аллахом это является возвеличивание и поклонение Аллаху. А все остальное потом. Если у человека есть все остальное, то есть он добрый человек, красивый человек, следит за своим внешним видом, никого он не обижает, не причиняет несправедливость, зулм по отношению к кому-либо, да? У него есть прекрасные качества, он, воспитанный, адапле, придерживается этикета какого-то, но у него нет поклонения Аллаху Субхану ва Тааля.
то тогда все эти его качества являются тщетными, не принесут ему никакую пользу в тот день, когда он предстанет перед Аллахом Субхану ва Тааля. То есть в первую очередь это имя указывает на то, что на человеке возложено поклонение Аллаху Тааля. И на это у нас приходит множество аятов из Корана, как всем известный «Вама халякатуль джинна валь инса илля лиябудун». «Я создал джиннов и людей лишь для того, чтобы они мне поклонялись». «Вама умиру илля лиябуду иляха вахида». И им было велено поклоняться одному лишь Богу, одному лишь Иляху, как говорится в другом аяте. То есть эти все аяты указывают на величие и важность поклонения в этом мире перед Аллахом Субхану ва Тааля. В продолжении объяснения этого имени приведем слова Абдуллаха ибн Аббаса. Абдуллах ибн Аббас, великий сподвижник, ученый среди сахабов, среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал такие слова: Аллах в арабском языке звучит как «Зуль улюхияти валь убудияти аля халькихи аджмаин». То есть Аллах, Он обладающий божественными качествами и качествами подчинения над своими творениями, говорит. То есть, когда мы слышим имя Аллах, он говорит, оно указывает нам на две вещи. Первое, это указывает на то, что у Аллаха есть качество божественности. Качество божественности. То есть, как другие имена указывают на другие качества, как, например, имя Ар-Рахман, милостивый, указывает на качество милости у Аллаха. Или имя Аль-Басир, видящий, указывает на качество зрения у Аллаха. Или Ас-Самир, слышащий, указывает на качество слуха у Аллаха Тааля. Или Аль-Азиз, могущественный, указывает на качество могущества у Аллаха. И также имя Аллах указывает на качество божественности у Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это то неотъемлемое качество, которое присуще одному лишь Аллаху Тааля. И нет никого или чего-либо, у которого бы, кроме Аллаха, было это качество божественности. Он единственный, у кого это качество есть. И это качество будет в нем вне зависимости от того, будут ли его рабы поклоняться ему и почитать его как Бога. Не зависит от этого. Если другие лжебожества, которым люди поклоняются или поклонялись до этого, им приписывают качество божественности лишь тогда, когда их обожествляют. А когда же их перестают обожествлять, перестают им поклоняться, то это качество у них пропадает. То есть у них не остается этого качества. А божественное качество у Аллаха Субхану ва Тааля извечно. И оно присуще лишь Ему. И нет ни одного создания, существа другого, помимо Аллаха, у которого было это качество божественности. В продолжении слов Абдулла ибн Аббас он говорит, он обладающий качеством подчинения или обязательством поклонения перед Ним. То есть, когда мы слышим имя Аллах, в первую очередь мы понимаем, Аллах есть качество божественности. И во вторую очередь мы понимаем, что от нас требуется. Вот эта вторая часть возвращается к нам, к людям, к рабам Аллаха. Слыша имя Аллах и понимая его смысл, мы понимаем, что мы должны Ему поклоняться, Ему подчиняться. Вот. И в Коране это имя приходит в разных значениях, в одном из этих двух значений. Как если разобрать аят из Корана, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ. Он Бог на небесах и Бог на земле, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Он Бог на небесах и Бог на земле, говорит Аллах Тааля. И какое здесь значение имеется в виду Бог, Илях? Первое, тот, у которого есть качество божественности, или второе, тот, кому поклоняются на небесах и земле. Понятен вопрос? Анлашылмы, да? Yok, Господь, Он раб. В общем, вопрос такой, да? Мы сказали, имя Аллах указывает на две вещи. То есть тут надо понять, немножко задуматься. Проснуться надо, да? Имя Аллах, когда мы слышим имя Аллах,
Скажем, возьмем другое имя. Имя Аллах Аль-Басир, видящий. Когда мы слышим это имя, что мы понимаем? Что мы понимаем? Первое, что Аллах видит, что у него есть качество зрения. Видит он. Первое. Второе, слыша это имя, что понимаем? Что нам нужно следить за каждым своим действием, потому что Аллах нас видит. То есть каждое имя Аллаха нам дает в первую очередь понятие о нем, какое-то качество сообщает его, а второе, каждое имя Аллаха нам сообщает то, что от нас требует это имя по отношению к Аллаху. Как имя видящий говорит, что Аллах Та'аля видит, у него есть зрение, мы верим в это. И также говорит нам, что мы должны следить за своим действием, потому что Аллах нас видит. И имя Аллах также, первое, указывает, что у Аллаха есть качество божественности. Даже если ему не поклоняются, оно есть в нем, в Аллахе. И второе, имя Аллах требует от нас поклонения Аллаху Та'аля. То есть рабы его поклоняются. Вот. И этот аят, где Аллах говорит, Он на небесах Илях, Бог, и на земле Илях, Бог, какой из этих смыслов берет в себя? Первый смысл, то, что Он на небесах, то, что тот, кто обладает божественностью, Он и на небесах, и на земле, или же второе, что Ему поклоняются и на небесах, и на земле. Если мы скажем, что первый смысл имеется в виду, то мы скажем, что Аллах Та'аля везде, таким образом. Сказав, что в этом аяте имеется в виду Аллах, обладающий качеством божественности, Он на небесах и на земле, то мы скажем, что Аллах везде, что является, естественно, ошибочным суждением. Тут же имеется в виду второй смысл. В Коране то, что Аллаху поклоняются и на небесах, и на земле. Возвращается к Его рабам. И вот эти два смысла Аллах Та'аля в некоторых аятах совмещает. В некоторых аятах совмещает. Как, например, «Иннани ана Аллаху ла илаха илля ана фа'будни ва акими ас-салата ли зикри», говорит Аллах Та'аля. «Иннани ана Аллах». Когда Муса, алейхиссалям, встретился с Аллахом Та'аля, Аллах Та'аля с ним заговорил и сказал ему: «Иннани ана Аллаху», поистине я Аллах. И потом Аллах Та'аля продолжил. Уже растолковывать, кто такой Аллах. Первое, он сказал: «Ла иляха илля ана», нет божества, кроме меня. То есть нет никого, у которого было бы качество божественности, как у меня. То есть я единственное божество. Нет ни у кого качества божественности. «Фа'будни», так поклоняйся же мне, говорит Аллах Та'аля. Потому что я единственный, у кого есть качество божественности, так поклоняйся же мне, говорит Аллах Та'аля. Этот аят указывает, Аллах Та'аля говорит, порицает тех людей, которые поклоняются кому-то помимо Него. Как они поклоняются тем, у которых нет качества божественности? То есть кто-то поклоняется идолам. Камень, у него нет никакого божественного качества божественности. Он скала, его вырезали, или дерево, его отрубили и сделали идола. Разве дерево обладает божественными какими-то атрибутами? Нет. Это создание. Камень — это создание. Или же человек, которого возвеличили до степени божества, до степени, скажем, сына Господа, да? Вот, или мертвеца, который давно сгнил в могиле, возвеличили до приближенного к Аллаху, который отвечает на мольбы и слышит мольбу людей. Разве у него есть качество божественности? Человек, он рождается, он болеет, он умирает, он кушает, пьет, справляет нужду. Разве у него есть божественного происхождения? Нет. Аллах Та'аля единственное божественное происхождение, и Аллах говорит: так поклоняйся же мне. «Вакими ссалята ли зикри», и выстаивай молитву, поминая меня, говорит Аллах Та'аля. Имя Аллаха таким образом требует от нас поклонения Ему. И таким образом, слыша имя Аллах, и когда человек говорит: «Я верю в Аллаха»,
признает, что он понял смысл этого имени и то, что от него требует оно. Когда человек верит, я верю в Аллаха, я познал Аллаха, это значит, он поклоняется Ему. Если же человек, говоря, я верю в Аллаха, я познал Аллаха, но не совершает ничего, что Аллах Та'аля потребовал, или совершает те деяния, которые Аллах Та'аля запретил, то этот человек, получается, не познал Аллаха, субхану ва та'аля. Потому что имя Аллах само по себе требует от человека обязательств, поклонения и подчинения. А человек, который этого не совершает, он, получается, не познал Аллаха, субхану ва та'аля. На этом имя Аллах у нас завершилось. Вопросов нету по нему? Точно? Понятно? Да. Угу. Так я же не говорю везде. Я говорю, если мы скажем, что в этом аяте имеется в виду первое, то, что это Аллах, обладающий божественным качеством, Он на небесах и на земле, если мы скажем, вот это имеется в виду, то мы тем самым скажем, что Аллах везде. И я сказал, что это ошибочно. Вот. И мы сказали, в этом аяте имеется в виду, то есть Ему поклоняются на небесах и на земле. А не имеется в виду, что Аллах, Он на небесах и на земле. Следующее имя, не менее важное и величественное, это имя Ар-Рабб. Ар-Рабб в переводе означает, что? Господь. Рабба, татарча айтканда. В первую очередь хотелось бы упомянуть еще слова Ибн аль-Кайима, который говорит о трех именах, которым возвращаются все остальные качества Аллаха Та'аля. Есть, говорят, 3 имени у Аллаха, к которым возвращаются все качества Аллаха. Первое имя – это Аллах. И к Аллаху, имени Аллах, возвращаются качества божественности. То есть те качества, которыми может обладать только Бог, к этому имени возвращаются. Второе имя – это Ар-Рабб, Господь. И к этому имени возвращаются все качества господства. То есть это сотворение, дающее пропитание, это управление, воспитание. И такие качества, которые присущи Господу, возвращаются к этому имени. И третье имя – это Ар-Рахман, милостивый. К этому имени возвращаются все качества благодеяния, которые Аллах Субхану ва Тааля совершает по отношению к своим рабам. И вот это имя Ар-Рабб перед нами сегодня стоит. Аллах Субхану ва Тааля упомянул это имя больше 500 раз в Коране. Больше 500 раз. Это имя мы каждый день читаем в намазе, да? Альхамду лиллахи Раббил алямин. Хвала Аллаху, Рабб. Господу миров, мы говорим. Господу миров. В другом аяте Аллах Та'аля говорит: «Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи Раббил алямин». Скажи, мое жертвоприношение, мой намаз, моя жизнь и смерть посвящаю Аллаху Субхану, посвящаю Господу миров, говорит. Лиллахи Раббил алямин. Посвящаю лишь Аллаху, Господу миров. Раббуль алямин приходит. И в другом аяте Аллах говорит пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Куль агайр Аллахи абги рабба ва хуа раббу кулли шей». Скажи, разве кроме Аллаха я буду искать себе Господа, ведь Он является Господом всего сущего, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Что же это означает? Ар-Рабб. Переводится как Господь. А что это означает Господь? Значит, Аллах. Значит, господство. А что подразумевается под господствовать? Угу. Правильно. Это все правильно. То есть имя Ар-Рабб с арабского языка возвращается к 3 вещам. То есть в арабском арабы именем Ар-Рабб называют
как, например, господина, которому подчиняются. То есть их высокопоставленный человек, господин, которому подчиняются, он называется в арабском языке ар-раб, Господь. Также тот, кто чинит и улучшает что-то, чинит и улучшает что-то, он тоже называется ар-раб. Ар-раб. И тот, кто воспитывает, тоже называется ар-раб. То есть слово тарбия. Это арабское имя, слово тарбия. От слова раб тоже. Рабба, юрабби. Он воспитывает. Вот. И хозяин чего-то, он тоже называется Господь. Хозяин чего-то называется Господь. Ар-раб. Вот. И тем самым можно вывести, что ар-раб, Господь, в отношении Аллаха Субханаху ва Тааля, Он обладающий господством над всеми своими творениями. Сотворяя их, Он создает их, сотворяет. Он владеет ими, Он распоряжается ими и управляет ими, как пожелает. То есть Господь, вот что значит. Господь, Он творец, Он хозяин, владелец, Он управляет и Он распоряжается своими творениями, как пожелает. Вот что значит имя ар-раб в арабском языке. И это имя применяется лишь к одному Аллаху Тааля. В арабском языке это имя никому, кроме Аллаха, не применяется отдельно. То есть никому не говорится «Он ар-раб», «Он Господь», не говорится. Только совместно с каким-то словом, как, например, «Хуа раббуль бейт», «Он господин дома». Только вот так вот с каким-то, соединяя с тем, владельцем чего человек является. Или «раббуль валад», воспитатель ребенка. Воспитывающий ребенка означает. А так, и просто имя Господь, ар-раб, не применяется отдельно никому, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И тут также в продолжении значит, что имя ар-раб, он тот господин, Господь, который ни в ком не нуждается. То есть, если он господин, хозяин всего, управляющий всеми, то нет никого, кто бы управлял им, или кто бы ему помогал. Он ни в ком не нуждается и ни в чьей помощи не нуждается. А все, наоборот, нуждаются в нем и просят у него поддержки, просят у него помощи, просят у него воспитания. И Аллах Субхану ва Тааля каждый день посылает свои повеления через ангелов, которые выполняют его повеления. Как мы знаем, есть ангелы, которые управляют облаками, управляют ветрами, ангелы, которые охраняют людей, ангелы, которые записывают деяния, и другие ангелы, приказы которым отдает Аллах Субхану ва Тааля. Он управляет этим миром. И ангелы выполняют его приказы. И Аллах Субхану ва Тааля каждый день совершает деяния. Как в Коране говорит, «Яс'алуху ман фис самавати валь ард кулля яумин хуа фи ша'н». У него спрашивают все, кто на небесах и земле, и каждый день он в делах, можно перевести на русский. Каждый день Аллах Тааля совершает деяния, управляет миром. То есть Он Господь, который не бросил свой мир, то, что свои творения, а Он ими управляет каждый день, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Он каждый день ими управляет. И господство Аллаха Субхану ва Тааля со стороны воспитания, если возьмем именно сторону значения воспитания имени ар-раб, то оно у нас бывает двух видов. Воспитание, господство Аллаха над своими рабами бывает двух видов. Первое воспитание и господство касается всех, без исключения людей, животных, ангелов, джиннов, и также людей без разницы от их вероисповедания, скажем, верующий, неверующий он грешник или же праведник,
разницы нету. Это воспитание касается каждого. Что оно подразумевает, это воспитание, это господство? Это их сотворение, это их пропитание, это их одарение благами, это возвышение кого-то или же принижение кого-то. Аллах Субхану ва Тааля кого-то возвышает степенями, а кого-то принижает. Это дарование победы кому-то, а кому-то поражение. То есть вот это полное управление миром, все в нем, это всех касается. Нет никого в этом мире, кто бы мог от этого уйти, от этого воспитания и господства. Все являются рабами Аллаха Субхану ва Тааля. Желает человек этого или нет? Желает человек этого или нет? То есть человек, который утверждает и говорит такие глупые слова, что я сам по себе, он сам по себе, такие выражения люди говорят, то этот человек просто глупец. Вот. Как он может быть сам по себе, если без повеления Аллаха Тааля его бы даже в этом мире не было? Как он может быть говорить, что я сам по себе, я сам зарабатываю, да? Если бы Аллах Субхану ва Тааля не пожелал, у него не было бы даже возможности. Он бы, может быть, был прикован к кровати. Аллах Тааля дал ему эту возможность, даровал. И это все господство Аллаха и воспитание его рабам. И никто от этого воспитания не может уйти. И второй вид воспитания, это касается лишь искренних и праведных рабов Аллаха Субхану ва Тааля. Это их наставление на прямой путь. Это их введение в путь покаяния. Когда человек совершает грехи, Аллах Субхану ва Тааля их вводит на путь покаяния. Аллах Субхану ва Тааля указывает им путь покаяния, и потом, когда они покаются, Аллах Тааля им прощает грехи. Аллах Субхану ва Тааля ведет их в этом мире прямым путем. И в следующей жизни Аллах Субхану ва Тааля их ведет путем в рай. И именно поэтому именем Ар-Рабб, если читать в Коране дуа, мольбы пророков и праведников, они все просили у Аллаха через имя Ар-Рабб. То есть сколько дуа в Коране есть? Раббана атина фид дунья хасана. О Аллах, даруй нам в этом мире благое. Ва фил ахирати хасана, и в следующий благое. Ва кина азабан нар, и защити нас от наказания огня. Или Раббана ла тузиг кулубана ба'да из хадайтана. О Господь, не заблуди наши сердца после того, как Ты нас наставил на прямой путь. Или Рабби гфирли вали валидайя вали ман дахаля байтия му'мина. О Аллах, прости мне и моим родителям, и тем, кто с миром вошел в мой дом. Дуа Нух, алейхиссалям. Или другие дуа, мольбы, с которыми обращались пророки Аллаха Тааля, к которым обращались праведники, приближенные Аллаху Субхану ва Тааля, которые упоминаются в Коране, они начинаются с именем Ар-Рабб, Господь. Почему? Потому что они через имя Ар-Рабб у Аллаха Тааля просили вот это второй вид воспитания, который Аллах Тааля дарует лишь своим праведным рабам. Тот, которого Аллах Субхану ва Тааля, которого воспитывает вот этим вторым видом воспитания, то он будет счастлив как в этой жизни, так и в следующей. И также имя Ар-Раб Аллах Субханаху ва Тааля часто в Коране приводит в спор с неверующими или же с многобожниками, которые признают, что Господь Он один. И Аллах Тааля в Коране это имя часто приводит. И говорит: «Ва ана раббукум фа'будун». Я ваш Господь, поклоняйтесь же мне, говорит. Я же ваш Господь, я вас сотворил, я вами управляю, я ваш хозяин, так поклоняйтесь мне. Почему вы поклоняетесь кому-то другому? Я аюханнасу абуду раббакум. О люди, поклоняйтесь вашему Господу, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И приводя слова неверующих многобожников, он говорит: «Валя ин саальтахум ман халакахум ла якулунна Аллах фа анна юфакун». Если ты их спросишь, кто же сотворил их, они непременно скажут: Аллах. То есть они признают, что их Творец один. Но
Куда же они направляются? Куда же они отворачиваются, говорит Аллах Та'аля. То есть это глупо признавать, что Аллах Субхану ва Тааля, Он Творец их один, но с этим вместе поклоняться кому-то, кроме Него. То есть признавать, что Господь, Он один, да, Он единственный, и вместо того, чтобы у Господа, у Господина, у Хозяина просить, люди просить начинают у кого-то другого. Это и есть глупость, естественно. В другом аяте Аллах Та'аля говорит: «Кулли манил арду ва ман фиха, ин кунтум та'алямун». Скажите, кому принадлежит земля и все, кто на ней? Саякулуна лиллах, куль афаля тазаккарун. Они скажут Аллаху. Кому принадлежит земля и все, кто на ней? Они скажут Аллаху. Афаля тазаккарун. А разве вы не задумаетесь тогда? Почему тогда вы не Ему поклоняетесь? Он ведь ваш Господь. И вникнув в смысл имени Аллах, Господь, и признав Аллаха как Господа своего, человек ощутит сладость веры. И человек ощутит спокойствие в этой жизни. Во-первых, он познает, что все, что в этом мире происходит, происходит лишь с повеления Аллаха Та'аля. Потому что Он Господь, Он управляет. И что бы он ни сделал, как бы он ни старался, он лишь получит то, что Аллах Та'аля ему дарует, что он пожелает. И тем самым он всегда будет полагаться на Аллаха и просить лишь у Аллаха Та'аля. И если его что-то постигнет, бедствие какое-то, он также будет знать. Это все от Аллаха, потому что Он Господь, Он так повелел, Он хозяин, Он воспитывает меня. Значит, в этом есть какое-то благо. И он будет спокоен. Не будет он отчаиваться или же сожалеть о своих поступках, потому что он познал Аллаха Субхану ва Тааля. И он, человек, ощутит сладость веры. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, об этом сказал в своем хадисе: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا». Тот человек познает сладость веры, тот, кто довольствуется Аллахом как своим Господом, и довольствуется Мухаммадом как пророком, и довольствуется религией ислам как религией, говорит пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Что из этого следует? Тот человек, который познал и искренне поверил, что Аллах Та'аля его Господь, что Он его хозяин, и принял вот это рабство свое, то он познает сладость веры. А тот человек, который этого не познает, который будет противиться, который будет говорить нет, да, я сам по себе, сам творю, то он, естественно, будет, у него в жизни смысла не будет. Вот. Жизнь все будет мрачная. Вот. Сколько людей могут некоторые покончить с собой вообще, суицид. Вот. Потому что люди не понимают в этой жизни. Иногда человек старается, ничего не получается. Вот. Все плохо, не так, как мы хотим, идет в нашей жизни. А мусульманин же он понимает, это все от Аллаха. Он Господь, Он распоряжается, как пожелает. И поэтому его сердце спокойно. И от мусульманина требуется это понять, что Господь наш Аллах Субхану ва Тааля. Что бы ни происходило в этом мире, это с Его повеления. И что бы нас ни постигало, это с повеления Аллаха Субхану ва Тааля. Это воспитание, то, которое даровал нам Аллах Тааля. И с этого каждого мы должны взять для себя пользу. Вот, с каждого дела благо или с каждого трудности мусульманин берет для себя благо и воспитание и пользу. На этом, иншаллах, остановимся на сегодня. Вопросов по этому имени нету? Юкма? Имя Ар-Раб, Господь. Понятно, да? Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.